ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Сердце отдаю детям. Именно так называется традиционный республиканский конкурс для педагогов дополнительного образования. В этом году в финале профессионального состязания участвовали 15 педагогов, среди которых была и ухтинка Анна Канда. Специалист Центра детского и юношеского творчества имени Корчевского вернулась из Сыктывкара не с пустыми руками. Проверку на профмастерство и выносливость она прошла с 3-м результатом по региону, выполнив все требования непростого конкурса, например, презентацию авторской обучающей программы. Вот эту программу нужно было предоставить, чтобы там все соответствовало критериям и канонам. А потом мы предоставляли, собственно, само занятие. Мало того, к нему нужно было там, я не знаю, приготовить и конспекты, и какие-то послания педагогическому сообществу, и эссе, и импровизированный конкурс. Там был у нас 4 дня. По-всякому испытывали. И было очень и трудно, и интересно. Как отмечает лауреат 3-й степени республиканского конкурса, с презентацией личного опыта были сложности. Так нужно было вместить 1,5-часовое занятие в 20 минут и работать с незнакомыми детьми. А еще, чтобы продемонстрировать все особенности и достоинства своей программе, ухтинке пришлось взять в аренду сыктывкарского ежа. Дело в том, что выступала Анна Ивановна в естественно-научной направленности, покорив жюри своей программой «Ребятам о зверятах». В нашем городе ее проходят первоклашки 10-й школы. В ней ребята знакомятся с проблемами экологии, с биологией на примере определенных животных, которые есть у нас в зооуголке в Ухте. Эти животные, они живые представители каждой из проблем или какого-то феномена. И вот в совокупности все они как раз помогают реализовать тему экологии. Помимо этой программы, Анна Канда реализует еще несколько. С учениками 7-й школы педагог проводит занятия «Зеленый патруль», а для дошколят устраивает зоосад. Так в 60-м саду проходит программа «4 лапы». Малыши также знакомятся с животным, которое педагог приносит прямо к ним. Таким образом, ребята могут проследить за повадками и особенностями зверушки, а также узнать что-то новое о природе и окружающем мире.